Жаль, Рахмон так не умеет. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, после какого поступка президента Мирзиёева президента Рахмона высмеяли. Он-то так не сможет сделать. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В Ташкенте, в Махале Ширин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев зашел в один из многоквартирных домов и поговорил с хозяином квартиры, поинтересовался, тепло ли у него дома. При этом хозяева не знали о визите президента. Глава Узбекистана постучался в одну из дверей многоквартирного дома. Ему открыл мужчина. Мирзиёев спросил, как у него дома с теплом. Мужчина ответил на вопрос, а после признался, что нервничает. Честно сказать, я чуть-чуть нервничаю. Почему? Вообще-то я вас первый раз вижу вот так. Мирзиёев поинтересовался. Узнали меня, да? Ну, конечно. Самое главное, чтобы было настроение хорошее. Холода пройдут. Мы будем делать все, чтобы вам было тепло и еще лучше, пообещал Мирзиёев. С начала декабря в Узбекистане стоят аномальные холода. Возник дефицит газа, введены веерные отключения электричества, страна прекратила экспорт топлива. При этом Мирзиёева не садили на стол, не угощали, и он не вел речи несколько часов, пока хозяева просто сидели и молчали. Он зашел, поинтересовался и вышел. Как вы думаете, это постанова или реально президент смог так сделать? Здравствуйте. Как у нас дома с теплом? Честно, чуть-чуть не очень. Ну, в целом хватает, да? в целом? Ну, не мерзнем вообще. А так хватает, да? Ну да. Вы сколько человек живете здесь? 5. 5, да? Вы один сейчас дома? Нет, чуть сын. Ну ничего. То есть не так уж холодно, да? Не так уж холодно. Я вот вижу, что все нормально дома. Ну, не мерзнем, честно говоря. Ну дай Бог, вы не мерзнете. Спасибо. Успехов, да. Как вас видеть? Спасибо большое. Просто я хотел узнать, как состояние. Честно, я, как сказать, чуть-чуть нервничаю. Почему? Ну, как сказать. Ну, вообще-то я вас первый раз вижу так. Волнуйтесь. Вы узнали меня, да? Ну, конечно. Вам всего наилучшего. Самое главное, чтобы было настроение хорошее. Немножко холода это пройдет, мы будем делать, чтобы было вам тепло еще лучше. Хорошо? Как вы думаете, Рахмон бы смог так сделать? Он же боится свое население. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но из хороших новостей то, что розничные цены на сжиженный газ в Душанбе после ноябрьских скачков в течение декабря постепенно снизилось на 16%. С 6,20 самани за 1 литр до 5,20 самани. В некоторых автозаправочных станциях столицы его можно купить даже за 4,80 самани. Отметим, что сжиженный газ является основным автотранспортным топливом в республике, которым пользуются по официальным данным более половины автомобилистов. Также наблюдается заметное снижение стоимости других видов моторного топлива. По данным статистического ведомства Республики Таджикистан, в январе-октябре этого года в Таджикистан импортировано около 329 тысяч тонн сжиженного газа на сумму более 155,2 миллиона долларов. Поставки по сравнению с этим же периодом 2021 года сократились на 11% по весу и на 11% по стоимости. Средняя импортная стоимость одной тонны сжиженного газа оставалась практически неизменной – $487. Между чем ввоз нефтепродуктов за 10 месяцев текущего года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 30% по весу и на 80% по стоимости. В январе и октябре этого года Таджикистан импортировал 645 тысяч тонн нефтепродуктов. Около 90% данной продукции поставляется из России на льготной основе, без оплаты экспортной таможенной пошлины. Розничная стоимость сжиженного газа на автозаправках Таджикистана с начала этого года снизилась на 15%, бензина почти на 11%, а цены на дизельное топливо наоборот повысились на 16%. Как вам такие скачки цен? Ведь цены на топливо влияют на цены в принципе продуктов и всего, что есть в Таджикистане. И заметили ли вы, что топливо подешевело? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!